уносите камень Эргене из долины, потому что это особенное место. И люди будут стремиться побывать здесь, чтобы прикоснуться к этой энергии счастья Эргене. Алтайская долина расположится на территории Майнинского и Чемальского районов. Особая экономическая зона Алтайская долина. Конкурс на создание которой приток туристов в регион сегодняшних 600 тысяч человек до в 2009 сообщил начальник отдела администрирования различных классов, деловые и культурные центры, аквапарк, поле для гольфа, спортивные площадки, сафари-парк, искусственное озеро и создать такие условия для бизнеса, которые были бы привлекательны. Республика Алтай была отмечена как Зоны туристско-рекреационного типа. 2014 года особых экономических зонах и многом другом. Алтайская долина. Для реализации данного проекта была сформирована молодая, амбициозная команда. Я думаю, что те качества, которые обладают каждый специалист нашей команды, позволят реализовать данный проект. Создание курорта мирового класса, как Алтайская долина, оно очень нужно для республики и для России в целом. Привет, друзья! НГД ТВ. Группа независимых приехала в долину Алтая. Или как она называется? Алтайская долина. Алтайская долина? Наверное, да. Или жемчужина Сибири. Ну, в общем, мы здесь, друзья. Посмотрим, как тут дела. Питание, дизель-генератор, 112 управление имуществом казны Республики Алтай. И нам переданы полномочия субъекта в части предоставления, формирования и предоставления спецжилфонда для детей и содержания. Ну, уже вот эти объекты ввели в 2014 году. Это последние. Вот они вводили. Это уже 7 лет практически получается. Ликвидация прошла в 2014-2016 году. Ну, в 2016 даже в 2017 году ликвидация филиала особой экономической зоны Республики Алтай. И с 2017 года «Жемчужина Алтая» было образовано бюджетное учреждение, значит, и с тех пор вот она... А работы начали с 2007 года. На содержание учреждение наше получает вместе с налогами 23 миллиона в год. Да? Здесь у нас СТО находится, полностью инфраструктура для обслуживания техники, автомойка для собственного транспорта. Ну, по сути дела, транспорт может заезжать, песок, гравий, то есть все высыпается, но сейчас пока просто как склад. Стойки, которые у нас сервера, это охлаждение если происходит, видите, какие мощные стоят, и внутри еще оборудование. Значит, ну вот, балка, да, погрузочная площадка крытая. А назначение какое у нее? Вот это? А по сути дела, транспорт заходит для разгрузки, разгружается или здесь, или в последующем складируется. Общая площадь 850 гектаров закреплена за вот, особой территорией. А зеркало 56 гектаров, да? Вот, зеркало 53 гектара. 53. Теплый гараж. Мы находимся вот здесь, вот в этом корпусе. Это вот все планировалось, да, вот такие объекты? Ну, вот эти, дальше на полуостровах. Концепция, да, так, развития. Озеро трижды пытались наполнить, но результат нулевой. Где-то дырочку нашла. Вот идет утечка воды. Вот, связано здесь с плохой проработкой вывода, плохой проработкой проектно-искательских работ, геологией, вот, геодезией, ну и много-много тут вот, вопросов, которые слабо были проработаны на этапе проектирования. Сам проект выполнен на основе ошибочных выводов вот, изыскательских работ. И самое страшное, работы, когда выполнялись, были выполнены некачественно. То
То есть пленку, которую укладывали, заходила техника, вот и завозила там по технологии, идет укладка песчано-гравийной смесью, 10-15 сантиметров для, вот, ну так, технология предусматривала укрыть эту пленку. Она была порвана техникой, и вот в результате, когда пытались наполнить водоем, вода уходила. Трижды попытки не увенчались успехом. И вот сегодня требуются выводы. Если для того, чтобы только восстановить вот этот объем вот этого озера, необходимо затратить на изыскательские работы в пределах 5-7 миллионов рублей. На проектирование это в пределах 60-70 миллионов рублей на проектные работы. И сами работы вот, в пределах 1,5-2 миллиарда. То есть, если выполнить по новой, вот представляете, какой объем затрат для того, чтобы восстановить, ну так скажем, в первоначальном проектном варианте. Поэтому наши специалисты, вот, которых мы привлекали, делают вывод. Вот это то, о чем я сказал, если такие деньги будут изысканы в республике, этот водоем можно восстановить вот в течение 2 лет, выполнить вот эти работы. Вот, следующее предложение: разбить эту территорию водоема, разбить на несколько водоемов, в том числе использовать и природный вариант строительства водоема. Ну, принцип простой, вот как перед Бийском, карьеры, которые заполняются вот, по принципу сообщающихся сосудов с рекой Катунь. Она буквально вот здесь 100 метров. То есть идет, когда Катунь поднимается, заполняются вот эти лагуны. Ну, у нас много таких в республике водоемов, вот, буквально вот рядом, Усть-Уба, где от Катуни заполняются старые вот эти протоки, и все лето стоят такие, ну, хорошие природные бассейны. Вот, вода очень чистая, не требует никаких затрат на очистку. Вот, вот такие варианты. Виктор Александрович, с какой глубины должна быть? Надо еще проектный вариант был 5 метров. Средняя а чтобы глубина. Дренирование с Катуни было, сколько еще нужно Вот, выкопать? надо в пределах 6. Ну вот в целом мы сегодня находимся, вот, скажем, от отметки река Катунь в пределах 7 метров где-то. В 2014 году, когда поднималась Катунь, ну, вы помните этот период, затопление паводок, вот, и наводнение в республике Алтай, вода подняла, от Катуни подняла, вот та пленка, которая сохранилась, она просто ее выдавила. Вот, то есть вода, это показывает, говорит о том, что есть сообщение с рекой Катуни. И вот если уходить на искусственные озера, а я считаю, они имеют право здесь вот присутствовать как тема для обсуждения. Вот это было бы, вот над ними не надо очистных сооружений, вот особого такого контроля, ухода за ними. Это был бы тоже вариант, хотя бы для рыборазведения здесь, для организации, скажем, отдыха, рыбалки там, ну, любители покупаться в прохладной воде. Вот, то есть можно использовать вот этот вариант. Как бийские, шульгинские эти озера, пруды, карьеры. Вот имеется в виду такая технология. Да, ну это как вариант. Вот. Но она же теплая там, в Вот, Бийске. ну, она прогревается, но не совсем теплая, не как озеро Ая. Вот, ну и третий вариант строительства мини-бассейна. Вот как сделано на той стороне Катуни, комплекс Ая. Вот вы знаете, там ряд бассейнов построены искусственных, и люди почему-то идут не в Айское озеро купаться, вот там, а идут на бассейн. Хотя там цена 300, а в этом году и было 500 рублей вход. Главная масса наших гостей, они купаются в искусственных бассейнах. Поэтому, вот на наш взгляд, надо строить комплекс вот таких, на этой территории, комплекс вот таких водных сооружений, вот, которые, ну, наши горожане, там, скажем, гости нашей республики могли бы приезжать, отдыхать здесь, вот на этой территории. Построить здесь протоновый центр. Протоновые центры и 2 таких в России будут строиться. Один в Европе.
А там, соответственно, мини-кафе и вот раздеваться, можно до туалет сходить, раздеться и так далее. Коммуникации тоже там заведены все, да. Пожарный гидрант, так называемый, пожарный водоем. Значит, две вторые для обеспечения водой. И Это питьевая вода, да, все? Или это... вот сейчас она техническая, потому что очистки, вот эти здания, видите, там химводоочистка должна происходить. По сути дела, сейчас из скважин вода забирается, и с помощью насоса второго подъема она подается, вот есть западная ветка, есть восточная ветка. Сколько нужно выкопать еще, чтобы естественное дренирование было от этого уровня? Покажет изыскание, вот, потому что уровень Катуни постоянно меняется. И, на мой взгляд, вот, если уходить на искусственно природные такие бассейны, надо провести мониторинг, так скажем, подъема и снижения воды в разные периоды года. Выбрать средний вариант, летний, когда Катунь держится примерно. И вот на эту глубину надо уходить. Но, на мой взгляд, это в пределах где-то около, наверное, около 10 метров. То есть от нашего, где мы сейчас стоим? Да, в пределах 70 метров. 7-10 метров. Да. Ну, не так уж и много. Вот, независимо от того, как будет развиваться, пойдет дальнейшее развитие всей этой долины, но наши товаропроизводители с уникальной продукцией должны найти себя. Ну, к примеру, вот, к разработке концепции мы подтянули архитекторов, дизайнеров с Новосибирска. Вот они предлагают такие вот моменты, вот проектирование учесть. Ну вот видите, тематика пчеловодства. Эпицентр – мед Горного Алтая. Оздоровительный комплекс. Алтайская долина. В гармонии с природой, в центре энергии. Улыбка с горами, да, она сама по себе говорит о том, что мы рады, мы гостеприимны. Мы в особой экономической зоне «Жемчужина Алтая», где должен был возникнуть целый курорт. Но ныне эта особая зона упразднена. Давайте новую главу обсудим, он нас не слышит. Знаете, какое выражение у него периодически встречаю? Недоумение. Ну, да. Ну, правда. Ну, вы начали, почему не закончили? 3 раза наполнить озеро, 3 раза наполнить. И оно 3 раза ушло. Вода дырочку нашла. Вода дырочку нашла.